Витаю вас, друзья. Витаю вас, друзья. Секунду. Итак, сегодня 11 января 2026 года, 18 часов по Берлину, 20 часов, соответственно, по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Ислам Машвовый. Итак, сегодняшний наш стрим называется «Революция в Иране и Кавказ в огне. Спецоперация ФСБ раскрыта». Давайте об этом и многом другом поговорим. Я хотел поговорить на чеченском языке сегодня, стрим хотел сделать, но так как тема очень важная, а ее должны услышать азербайджанцы в первую очередь, армяне, грузины и все остальные, поэтому будем проводить на русском языке. Это очень важно, друзья, очень важно. Ну, вначале, как обычно, предупреждаю всех тех, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Смотреть, я полагаю, безопасно, а вот как-то себя дать идентифицировать или распространять ссылку, это для вас может быть небезопасно. Могут придраться и еще чего-нибудь и так далее. Дело в том, что я токсичен для фашистской России. Так. Валейк салам, Савиде. Валейк салам. Так, смотрите, текущие события в Иране. Давайте сперва посмотрим, что там происходит. Начиная с конца декабря 2025 года Иран охвачен масштабными антиправительственными протестами, которые стали самыми серьезными с момента восстания 2022 года после смерти Махси Амини. Эти события вызваны глубоким экономическим кризисом, но быстро переросли в политические требования свержения режима. Протесты распространились на все 31 провинцию страны, охватив более 180-190 городов. Короче, пылает весь Иран, включая Тегеран, Исфахан, Мешхед, Тебриз, Шираз, Керманшах и курдские регионы. По оценкам правозащитных организаций, такие протестах участвуют миллионы людей. Human Rights Activists News Agency и Iran Human Rights. В протестах участвуют миллионы людей, включая женщин, студентов, торговцев и даже представителей этнических меньшинств. Демонстранты скандируют лозунги вроде «Смерть диктатору», намекая на верховного лидера Али Хаменеи. Ну, такой тонкий намек. Это год крови, Саид Али будет свергнут. Да здравствует Шах. И Реза Пахлави, возвращайся. Реза Пахлави – это потомок монархической династии, которая сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки, что отражает ностальгию по монархическому прошлому и призывы к смене режима. Многие размахивают флагом с изображением льва и солнца, символом дореволюционного Ирана. Протесты начались 28 января 2025 года в Тегеране среди торговцев и владельцев магазинов. После резкого обвала национальной валюты реал достиг исторического минимума в 1 400 000 реалов за $1 США, что привело к гиперинфляции более 40%, росту цен на продукты питания, топливо и базовые товары. Мясо, молоко и другие продукты стали недоступны для многих семей. Это усугубилось санкциями, последствиями войны 2025 года с Израилем, которая отодвинула ядерную программу Ирана и ослабила прокси-группы вроде Хизбаллы и хуситов, а также захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро в США в январе 2026 года, что нарушило экономические связи Ирана с Венесуэлой. Торговля нефтью и дронами была у Ирана с Венесуэлой. Базары, рынки в Тегеране и в других городах закрыли в знак протеста, что парализовало экономику. К 5-6 января
протесты перекинулись на курдские районы, где женщины демонстративно срывали хиджабы, а студенты университетов присоединились к акциям. К 9-10 января демонстрации стали зданий, связанных с режимом, полицейские киоски, офисы Безиджа и КСИР, корпус стражей исламской революции. Статуи генерала Сулеймани американцы отправили в вечный покой. И атаками на гробницу Хамейни. 11 января протесты продолжаются уже 14-й день. Несмотря на общенациональный блэкаут интернета, полностью интернет не действует, с 8 по 9 января, по данным NetBlocks, подключение упало до 1% от нормы. Видео просачивается через VPN, Starlink и иностранные источники. Кстати говоря, Илон Маск сказал, что бесплатный интернет обеспечит полностью Ирану. Так. В Тегеране, в районе таком-то, в других городах толпы в 1000 человек сжигают портреты Хамнеи, перекрывают дороги и штурмуют государственные здания. В некоторых местах, как в Раште и Кашане, сообщается о захвате баз Басиджа. Правозащитники фиксируют от 51 до 116 убитых, включая не менее 9 детей и подростков, сотни раненых. Храна или HRANA сообщает о 65 убитых и более 2300 арестованных к 10 января. Amnesty International и Human Rights Watch подтверждают 28-62 убитых, включая гражданских и детей. То есть от 28 до 62 убитых, включая гражданских и детей с использованием боевых патронов. Около 37 сотрудников сил безопасности также убиты. 950 полицейских и 60 басиджистов ранены. В Керман-Шахе погибло 10 членов этой. Более 2600 задержанных. Рейды на больницы для ареста раненых протестующих, нарушение международного права. Режим ввел корпус стражей исламской революции для подавления, что редкость для внутренних протестов. Сообщается о применении слезоточивого газа, металлических пуль и дронов для слежки. Верховный лидер лидер Али Хаминеи, 86 лет, в телеобращении 9 января назвал протестующих вандалами, саботажниками и наемниками США и Израиля, обвинив их в попытке угодить Трампу. Он пообещал не отступать и намекнул на смертные приговоры. Президент Масуд Пезешкиян призвал к единству и экономическим реформам, но без конкретных шагов. Блэкаут интернета направлен на пресечение и сокрытие масштаба репрессий, подобно в 2019 году, когда погибло 1500 человек. Международная реакция. Президент Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешательством, если режим начнет массовые расстрелы. 9-10 января он заявил, что Иран в большой беде. США загружены и готовы ударить, если убьют храбрых протестующих. Axios сообщает, что Трамп рассматривает варианты поддержки протестов, включая военные опции для ослабления режима. Израиль. На повышенной готовности к возможному вмешательству США Нетаньяху обсуждал с Трампом стратегии против ядерной программы Ирана. ЕС и ООН. ЕС, включая Британию, Германию, Францию, осудили насилие и призвали к сдержанности. ООН требует восстановления интернета и прекращения репрессий. Факт миссии ООН фиксирует нарушения. Экс-Шахзаде Реза Пахлави в экзиле активно призывает к эскалации протестов и переходу к светской демократии. Турция обвиняет в подстрекательстве. Папа Римский Лев XIV молит за жертв. Оппозиционные источники сообщают о дефекциях в армии и страхе перед силовиками.
Кашане якобы убит командир ракетных сил Реза Касаб. Дроном убит. Не подтверждено, сообщается. На основе анализа Института of the Study of War, Институт изучения войны, правозащитников и СМИ, события в Иране могут развиваться по нескольким траекториям, учитывая ослабленное положение режима. После войны 25 года экономический коллапс, потеря прокси-сил. Ну и, знаете, базовый, который сценарий я вам хочу тут набросать. 1-2 недели. Протесты усиливаются, несмотря на блэкаут. Базары остаются закрытыми. Присоединяются нефтяники и транспортники, парализуя экономику. В Тегеране, в провинции Керманшах и Илам растут столкновения. Дефекция и конфликты получаются с КСИР и полицией. Приводят к локальным захватам территории. Режим усиливает репрессии, массовые расстрелы, введение военного положения. Жертвы превысят 200-500 человек. Хаминеи может бежать в Россию, по слухам, план готов. Трамп вмешивается ударами по КСИР или ядерным объектам. Если подтвердятся 1000 убитых, как в постах оппозиции 2000 за 48 часов, хоть и не подтверждено. Сейчас просто много очень дезинформации, и нужно как-то в этом попробовать разобраться. Средний срок 1-3 месяца. Если репрессии не сломают протесты, фракции и КСИР устроят внутренний переворот. Псешкиян уйдет, реформы возьмут верх. Пахлави или оппозиция сформируют переходное правительство. Экономика рухнет, инфляция более 50%, но международная помощь стабилизирует от США и ЕС. Если режим подавит, как в 2019 году, то зомби-подобное выживание, усиление изоляции, миграционный кризис, репрессии. Долгий сценарий. 6-12 месяцев до конца, если это 2026 год. Режим падет, 50% шанс по заявлению Института изучения войны, приводят к светской демократии или монархии под Пахлави. Это ослабит глобальный терроризм, финансирование Хамас, Хезболлы, хуситов сократится. Да, может это немножко ослабит, но я здесь немножко внесу поправку, потому что за этим международным терроризмом, конечно же, в первую очередь и всегда стоят деньги и оружие фашистской России, ФСБ, то есть. Ну, конечно же, это союзники. И, по всей видимости, Россия сдает своих союзников. Альтернатива. Затяжной хаос, как в Сирии с гражданской войной. Если КСИР расколется, это в случае, если получится расколоть его. Внешние игроки США и Израиль ударят по ядерке, предотвращая эскалацию. ЕС и ООН ведут новые санкции на КСИР. Этот сценарий основан на исторических прецедентах. Также есть вероятность по поводу разделения Ирана. В связи с этими событиями он может быть поделен на Северный Иран и основной Иран. Северный Иран, провинции Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль и Занджан часто называют Южный Азербайджан. Может объявить о независимости и создании собственного государства. Опираясь на текущие геополитические реалии, исторический контекст и аналитику из доступных источников, можно предположить вот такой вот сценарий. Протесты в Иране, начинавшиеся 28 декабря из-за экономического кризиса, быстро приобрели политический окрас. И раздел Ирана – это крайний сценарий, возможный только при полном коллапсе центральной власти. Исторически Иран сталкивался с сепаратистским движением. Например, в 1945-1946 годах в Азербайджане была кратковременная республика под советским влиянием. Сегодняшние протесты усиливают эти риски. В соцсетях обсуждают, что падение режима может привести к распаду, где Южный Азербайджан уйдет к
Азербайджан имеет сложные отношения с Ираном, напряженность из-за этнических связей, территориальных споров и влияния Израиля, Турции. Баку видит в Южном Азербайджане одну нацию, два государства, по аналогии с Турцией, но официально не продвигает сепаратизм, чтобы избежать войны. Если север Ирана объявит независимость, сценарии для Азербайджана могут быть следующими. Поддержка без аннексии, дипломатическая и экономическая помощь, вероятность 40-50%. Азербайджан признает новое государство, предоставит гуманитарную помощь, инвестиции и дипломатическую защиту через ООН и Турцию. Это усилит влияние Баку в регионе, создаст буфер от иранского хаоса и откроет торговые пути, например, через Каспий. Однако Баку избежит прямого вмешательства, чтобы не спровоцировать Иран или Россию, которая опасается сепаратизма в своих регионах. Поток беженцев из Ирана и Азербайджана, экономический рост для Баку за счет нефти, газа Южного Азербайджана, но риск санкций от Ирана и Китая. Этот сценарий реалистичен, если раздел мирный, как в случае с Косово. Аналитики отмечают, что Азербайджан приоритетно заботится о стабильности границ, чтобы избежать гражданской войны в Иране, которая может перекинуться. Так, одну секунду. Объединение или аннексия Великий Азербайджан. Вероятность 20-30%. И дальше нейтралитет или оппозиция. Изоляция от хаоса. Тоже 20-30%. И прямой военный конфликт это 10-15%. В крайнем случае, если Иран атакует новое государство. Азербайджан ведет войска с поддержкой Турции и Израиля. Это эскалирует региональную войну и с вовлечением Армении, России и США. Дестабилизация Кавказа, глобальный рост цен на нефть, низкая вероятность, так как Баку избегает эскалации после победы в Карабахе. И вот этот сценарий, по всей видимости, протестующие не смогут свергнуть режим, просто выйти и свергнуть. Лайманас, вот как раз задает, как ты думаешь, смена власти произойдет в Иране? Вот об этом как раз я хотел сказать. Мне кажется, Лайманас, что свергнуть они не смогут сам этот режим. Просто вот сейчас, сиюминутно, потому что режим очень сильный, он пропитан, пронизан просто спецслужбами. Вот этот корпус стражей исламской революции, потом союзники их, начиная там от Хизбаллы, хуситов и многие другие. Им также помогают многие другие, там, в том числе Россия, хотя с Россией у них большие проблемы. Сейчас они прямо уже после вот войны Израиля и Ирана, иранский генерал прямо обвинил Россию в предательстве. И знаете, я думаю, на самом деле это так. Я думаю, что Россия сдает Иран Западу, для того, чтобы Иран, но при этом очень рассчитывает на то, что Иран будет сопротивляться. То есть процесс, который запущен против Ирана, и сейчас как бы все выражают поддержку там этим женщинам, срывающим хиджаб. Какая разница, я не понимаю, людям где-то далеко живущим, какую одежду носят какие-то женщины. Мы понимаем, что это все фикция, это обман. Это раскачивание ситуации. Это чтобы мы понимали просто происходящее. Потому что будут сейчас жертвы, и я не хочу разделять соучастие вот в этих жертвах, моральное соучастие, что я там кого-то поддерживал или не поддерживал. При всем при этом я понимаю, что Иран это является союзник России, Иран является врагом чеченцев, в том числе, потому что всегда помогали, и вот этими своими религиозными фетвами, и всем остальным, обманом, и всем остальным, Иран всегда был против чеченцев. Но при всем при этом я понимаю, что это все делается искусственно, извне нагнетается эта обстановка внутри Ирана. Да, иранцы устали от этого режима. Больше они даже не от режима устали, а от нищеты, от санкций, которые на них наложены. Из-за того, что у них вот эта ядерная программа, угроза Израилю, угроза Америки, там Иран постоянно уже
десятилетия говорит, что Америка это большая сатана, Израиль это малая сатана, что вот всех нужно убить так и так далее, и так далее. Причем при этом с главным сатаной, с Россией, они самые главные. Я делаю вывод, что они такие же, вот этот режим, такие же, как и российский режим. Сатанистский, то есть режим. Но нужно понимать, что ситуация, которая сейчас разворачивается, она нужна на Западе. В Америке она нужна. В первую очередь Соединенные Штаты в этом заинтересованы. И Израиль в этом заинтересован. Можно было бы договориться? Наверное, можно было бы. Но империя на Евразии, на континенте Евразии, Америка не собирается допускать. Это ее стратегия. Ей какая-то там империя, которая... Хотя там религиозная империя, да, шиитская, а хотят сделать сейчас монархию, ну, тоже империя. Хотя сейчас немножко начали про демократию говорить. Правда, в Иране начали говорить про демократию, а в Америке уже забывают про нее. Трамп говорит про эту демократию. Странно, конечно, все поворачивается в этом мире. Очень странно все поворачивается. И вот ситуация как разворачивается следующим образом. Следующее. Если вот это все затягивается, мы видели по Сирии там, сотни тысяч погибших, постоянная резня, годами, сколько лет они воевали. Потом кто угодно заходил, кто угодно бомбил, кто угодно, что угодно творил с этими бедными сирийцами. И сегодня мы увидели, что какой-то исламист, который доводил вот это, вот смотрите, было в Сирии, была демократическая оппозиция, которая выступила против Башара Асада. Точно так же у нас было в Ичкерии. Помните, мы объявили, у нас первый парламент, мы объявили о независимости, у нас был первый парламент, там и русский у нас в парламенте был, мы полностью демократические были, ну все было отлично, никакого исламизма, радикалов у нас в парламенте, депутатов, никого не было. Потом произошла война, потом произошла промывка мозгов, все, потом весь мир отказался, бросили в рожу просто, в пасть Тим Гульдеман, величайший из величайших дипломатов, швейцарец, который представлял ОБСЕ. К ОБСЕ претензий нет, сама организация сделала очень много полезного и нужного, огромная им благодарность, но Тим Гульдеман и еще там один человек, они представили нас как бы частью России, фактически выступили на стороне России и засунули нас в пасть России. И Зелимхану Индарбиеву, на тот момент президенту, ничего не оставалось, как идти просить помощи у арабского мира или мусульманского мира, которого на самом деле не существует, чтобы вы понимали. Как не существует никакого христианского мира. Есть мусульмане, есть христиане, но какого-то единого мира, в таком понимании, этого нет. Это все фейк, это обман. Чтобы нас обманывать, чтобы нас дурить просто-напросто. Все делается в угоду правящих политиков и верхушки. И в исламских странах, где преобладает население мусульманское, и в других странах. Это все понятно. И вот в Сирии вот этот исламист, который воевал в Аль-Каиде, самой террористической, самой плохой, отвратительной, и все там вещи, которые можно про них сказать. И потом резко становится, они демократическую оппозицию уничтожают, ее маргинализируют, то есть ее делают, ну, просто высмеивают, ничто, это никто ей не помогает, этой демократической оппозиции. Как это было у нас. Демократы никому не нужны, да? Нужны всем исламисты. Да, на Западе, вам не кажется, вот я не оговорился, и на самом деле на Западе нужны больше исламисты, чем демократы. Понимаете? Это говорит о том, что лучше с ними бороться, чем с ними договариваться и считать их там нормально. Лучше выводить их за рамки. Вот этих мусульман демократических. То же самое относится и к остальным. В итоге Ашара, который сейчас там пришел к власти, его брат родной, его родной брат вот этого Ашары, в Воронеже проработал, если я не ошибаюсь, жена у него русская, проработал он
20, 30, 40, 20 лет, по-моему, или 30 лет проработал гинекологом в местной поликлинике в Воронеже, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в России. На русском говорит, по-моему, и жена у него русская. Короче, демократическую оппозицию уничтожают. Асада никого не трогают, Асад находится у своей власти, его сохраняют, его держат, потом аккуратненько сажают на самолет, вертолет, отвозят его на базу, российскую базу в Сирии, оттуда его отправляют в Москву, он сейчас со своими миллиардами, миллионами там сидит и абсолютно жив, здоров и невредим, так сказать. Понимаете? Вот я боюсь, что этот сценарий может повториться сейчас в Иране, потому что это уже отработанная схема. И в Ичкерии также сделали, Джохара Дудаева убили, абсолютно всем президент европейского демократического государства, который тянулся к Западу, тянулся к Соединенным Штатам, Великобритании, к Западу, Европе тянулся. Хотел, так как мы европейское государство, Чеченская республика Ичкерия находится на территории европейского континента. Ну, его убили, всех тех, кто говорил про демократию, относились к ним пренебрежительно, их сделали там маргиналами. И радикалов больше в эту сторону. Везде пропаганда, радикалы, кстати, Иран, другие вот эти ближневосточные террористы, братья-мусульмане, там все, там не все братья-мусульмане террористы, но в основном террористы. Они завозили нам в Чечню, в Ичкерию после Первой войны медикаменты, раздавали своей агентуре, которая через аптеки продавала, не раздавала, не в больницы помещали эти медикаменты для пострадавших после войны Ичкерии. И как бы гуманитарная помощь приводится, ну как ты откажешь, когда приводится гуманитарная помощь? Ну как это так, да, через ООН там всячески там помогают там и так далее, и так далее. Россия не против, да, дайте медикаменты. Но медикаменты не для чеченского народа давались. Давались своим агентам, которые через свои аптеки продавали эти лекарства и вооружали свои банды. Понимаете? Никакой гуманитарки не было, ее продавали просто-напросто. И вооружали свои банды. Те банды, исламистские банды, которые были, они набирали рекрутов, молодых ребят, которые не видели разницу между вот этим мусульманином или этим мусульманином. Он чеченец. Вот, и он дает автомат, тебе обучает, оружие дает, какую-то рацию дает, машину может дать, там, я не знаю, какое-то жалование, там, $100, может, там, ты получишь еще чего-нибудь там в месяц. И молодой человек идет туда работать, да, или как это называется у них. И в итоге получается, что все они исламисты, все они бородатые, а демократ, который понимает, что происходит, он остается, ну, каким-то дурачком, никому не интересным. Да, сидит какой-то, что-то там рассказывает, какую-то конституцию, какую-то демократию, говорит, ты что, демократия, это кафиры, это же нельзя, туда-сюда. И в итоге весь народ представляет, российская пропаганда усиленно представляет нас какими-то исламистами. То же самое произошло в Сирии. Сперва подняли демократическую оппозицию, помогли им, весь Запад, я лично свидетель, вы все свидетели, кто наблюдал за этими процессами, поднимают вот эту демократическую оппозицию против Башара Асада, который является угрозой и для Израиля, и для США, и является самым большим хабом вооружения российского, который на весь мир продается, это оружие через Сирию. Это самый большой склад, хаб по продаже и распространению оружия был. И представляет угрозу. На Ближнем Востоке представляет, в мире представляет. И надо потихонечку выбить, как сказать, почву из-под ног. В итоге демократы сражаются, их убивают, появляются разные радикалы, исламисты, игилы, мигилы. И вот мы увидели, во что превратили они в Сирию. На наших глазах все это произошло. Один в один по чеченскому сценарию. Если сейчас то же самое произойдет, теперь обратите внимание, что дальше, к чему я подхожу. У нас на территории Чеченской республики Ичкерия после оккупации фашистской Россией начали массово строить мечети. Россия выделяла колоссальные деньги на это, позволяла строить Рамзану Кадырову эти мечети, точнее строили, и потом как бы Рамзан Кадыров представлял, что это он. Одновременно с этим
Турция, турецкие спецслужбы вкладывали, появлялись не университеты, ни заводы, ни фабрики, а спортзалы и мечети. То есть ты должен быть физически сильным и полностью перешит вот это их пропагандой. Мечеть – это отдел ФСБ на территории Чеченской Республики Ичкерия. Мечеть – это отдел ФСБ. Понимаете? На оккупированной Чеченской Республике Ичкерия мечеть – это и в Дагестане, в Ингушетии, везде. Все муллы, все эти попы работают. Акт стопроцентный советских времен. Это отрицать просто бессмысленно. И вот смотрите, получается ситуация. Они нам строят мечети. К чему они так? Любят они ислам? Вот, например, там есть один такой фашист, Веллер, да, Михаил Веллер, российский. Он все время про мусульман говорит, про многоженство он говорит, бедолага, переживает. Про ислам, про мусульманство, там туда-сюда он говорит. Но он хорошо относится к войнахам, чеченцам и ингушам он хорошо относится. Так, я извиняюсь, это как я отношусь хорошо к евреям, но плохо отношусь к иудеям, так получается. Значит, я фашист к иудаизму, но хорошо отношусь к евреям. То есть я отношусь хорошо к атеистам-евреям, или к христианам-евреям, или к мусульманам-евреям. А вот к иудеям я отношусь плохо. Так получается? Вот такая логика, да? Так выходит. Вот приблизительно по такой логике действуют вот эти все фашисты. Они люто ненавидят нас, убивают нас, но любят наш ислам почему-то. И строят нам мечети. Огромные дворцы строят, такие красивые мечети, реально красивые. Но это отделы КГБ, они для себя, для своих КГБшников строят отделы КГБ, где собирают разных своих вот этих прихожан, где выискивают легко внушаемых, зомбируют людей и потом отправляют их совершать какие-нибудь ужасные террористические акции. И вот настроили они нам мечети, настроили они нам спортзалов, создали они институт, громко сказано, Шарашкина контора, спецназ имени Владимира Путина, да, по-моему, так это называется. Короче, террористическую базу они у нас создали, мощную, где можно обучать, стрелять, взрывать, там все остальное делать. Сейчас это она используется против Украины, это российская база. И дальше они начинают строить, за все это время не строили жилья в таком количестве, резко начинают строить район Путина, куда будут заселять, уже вывозят сирийцев, этих арабов сектора Газа, завозят туда, не всех, конечно, а вот их, своих пропагандистов, вербовщиков, функционеров разных, всех, которые нужны им для того, чтобы потом чеченцев нужно зомбировать. Чеченцев, дагестанцев, ингушей, вот надо всех нас использовать для этой войны. И много понастроили эти дома, и, ну так, относительно, конечно, много. Но я полагаю, что туда же будут заселяться и ветераны, участники русско-украинской войны. Их вместе компактно, чтобы они проживали, там же они же уже воевать умеют, и они будут проживать рядом с этими разными палестинами, арабами сектора Газа, вот этими своими вербовщиками. И мечети, соответственно, есть. И вот все, готовый такой исламистское гетто. Еще один важный момент. Проект сам называется, я его так назвал, называется проект Кечкин. Дмитрий Кечкин начинал свою преступную, бандитскую свою деятельность с Дагестана, с 2000-х годов. Он начинал там, начиная от опера, и поднялся до замначальника руководства Дагестана по УФСБ Дагестана. Курировал всех вот этих террористов, исламистов, которых мы видели по дагестанским вот этим каналам, переправлял их в Сирию. И, короче, вел активную большую работу, очень посвящен в эту тему. Завербовал там кучу людей. Потом он подозревается, и я считаю, что Дмитрий Кечкин, нынешний главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, является соорганизатором теракта в Бостоне. Потому что именно в 2012 году
Тамерлан Царнаев находился в Дагестане и молился, ходил в мечеть, которая была под контролем ФСБ, лично мэра Махачкалы Саида Амирова, которых тогда всех вот этих людей курировал, в том числе не один он, в том числе Дмитрий Кечкин. После этого Дмитрий Кечкин, после теракта в Бостоне, очень хорошо озолотился. Они все поделили после того, как сняли Саида Амирова, поделили, поставили своих других людей. Очень богатый, очень состоятельный человек является террорист Дмитрий Кечкин. Он был на год переведен в Ингушетию, проработал год в Ингушетии, главарем банды УФСБ Ингушетии. И потом его в 2023 году, по-моему, перевели в Ичкерию, Чеченскую республику Ичкерия, оккупированную Ичкерию. И теперь он возглавляет там. И сейчас он вытягивает все свои старые кадры из Дагестана в Ичкерию. И главный анклав, главный террористический анклав Дмитрий Кечкин и Дмитрий Патрушев, и сам этот Бортников, и сама Россия, ФСБ, они планируют сделать, на мой взгляд, главным анклавом террористической базы. Это будет Ичкерия, Чеченская республика, оккупированная Чеченская республика Ичкерия. И вот этот человек, который уже умеет убивать американцев, он готовится к тому, то есть после бостонского теракта уже он проверен ФСБ, все, он запятнан, он американцам не перебежит, он уже по локоть в крови американских граждан. Его сейчас планируется, на мой взгляд, начать деятельность против Азербайджана, Армении и Грузии. Первое, я думаю, полагаю, что это первый удар будет наносить Дагестан. Между Азербайджаном и Дагестаном есть граница, и там есть территория, где проживают один из дагестанских народов, лезгины. Часть Лезгинстан, раньше у них такая своя страна была, земля была, Лезгинстан находится на территории Азербайджана, часть лезгинов проживает на территории России, Дагестана. И вот сейчас появляется, даже у меня в подписчиках появляется какая-то Кавказская Албания, там начинают вот эту тему раскачивать. Они не раскачивали ее, когда чеченцы сражались. Самый идеальный способ был тогда создать свое государство. Об этом не говорили. 30 лет молчали. Вы меня извините, лезгины, к лезгинам никаких вопросов нет. Но сейчас провокация против Азербайджана, она делается не ради лезгин, а делается ради России. Чтобы Азербайджан, который будет сейчас помогать своим азербайджанцам в Иране, в Южном Иране, в Северный Иран и Южный Азербайджан это называется, Южном Азербайджане, чтобы на них Азербайджан является союзником Израиля, соответственно, из сектора Газа террористы, перевезенные на Кавказ, не только в Ичкерию их привезли, их и в Ингушетии, говорят, есть, и в Дагестане их там размещают, своих вербовщиков, своих главных вот этих террористов и убийц. Начнется вот такая вот долгая террористическая война. Сперва объявят там лезгины свое государство, потом появятся там какие-нибудь чеченцы. Например, в Азербайджане есть земля Нахичевань. Там проживают люди, которые себя до сих пор ассоциируют и считают чеченцами. Нохчи – это самоназвание чеченцев, и Нахичевань – это, и может быть, так и было. Когда-то эта вся земля, там большая территория принадлежала нам, чеченцам. И Азербайджан, вот до Нахичеваня, до острова Чечен, который находится в Каспийском море. По крайней мере, вот так точно можно с севера на юг предположить, что там чеченцы точно находились. Я полагаю, это была единая какая-то, знаете, такая федерация, может быть, какая-то империя тогда это была. Куда входили много, и армяне туда входили, грузины туда входили, разные народы грузинские, которые сейчас являются одним единым грузинским народом. Азербайджан, ну и все, чеченцы, ингуши, конечно, это был один народ, буквально 200-300 лет назад мы только начали расходиться, и то из-за действий той же фашистской России. И в итоге нам будут рассказывать, что вот, смотрите, Израиль, Азербайджан за Израиль, там наша земля, как сейчас этим лезгинам сейчас уже, наверное, промывают. Я просто в их среде не общаюсь, но я вижу уже, какие сигналы, какие звуки доходят, да,
до нас в открытую. Поэтому я полагаю, что сейчас готовится вот эта ситуация, где нас будут использовать в роли исламистов. К чему это может привести? К чему это может привести, вы можете посмотреть, например, на примере сектора Газа. К чему это может привести? Это окончательное решение чеченского вопроса, как когда-то нацисты пытались решить окончательно еврейский вопрос, русские ФСБ пытаются решить окончательно чеченский вопрос. Как только несколько из Дагестана, лезгинистанцы, там, чеченцы, кто-то другие начнут там совершать теракты, нападения на Зангезурский коридор, трамповский, где они на 99 лет, да, заключили соглашение, и американцы на 100 лет, на 1 век пришли уже туда. Армения, Азербайджан. В Грузии, да, тоже там Великобритания, Америка тоже присутствует. Короче, очень большие, серьезные империи, игроки туда заходят. И если они туда заходят, значит, они что-то там делают, да, они же не просто туда заходят, да, это же, скажем так, не просто так туда заходят. Значит, вот эта ситуация, они будут отслеживать. И Россия будет нас под видом исламистов натравливать на них. Где-то теракт сделать, где-то вот эти, те же иранские вот эти муллы, которые наш суннизм, чеченский суннизм, кавказский суннизм, он подменяется иранским вот этим шиизмом. Это говорит о том, что влияние имеют именно вот эти иранские проповедники. Сейчас многие течения новые появляются, там какие-то, ну сейчас, чтобы не путаться, я особо их не знаю, это все как бы одна пропаганда, но они подменяют суннизм шиизмом и делают его таким единым, такой, стирают грани между ними. С одной стороны, это бы хорошо, конечно, чтобы не было грани, но с другой стороны, для чего-то же они это делают, вкладывают усилия, большие усилия, значит, к чему-то они большому готовятся. И после того, как мы несколько лет начнем делать эти теракты против там Зангезурского коридора, Азербайджана, там Армении, Грузии, американцы, англичане, весь мир снова, как они Путина, помните, принимали, он там говорил очень похабные вещи, и все аплодировали: Владимир Владимирович, вы такой борец с исламом, вы такие молодцы, Владимир Владимирович. Это ислам такое зло, а вы, Владимир Владимирович, такой хороший оказывается, вот такой сякой, короче. Теперь Владимир Владимирович взрывает Германию, которая в Мюнхене его принимала, на шею его сажала, которая восхищалась им, короче, там зеленый, весь Берлин скуплен русскими деньгами, гостиницы, банки и много-много-много чего. Строительные бизнесы на русские деньги здесь шли. А теперь Владимир Владимирович взрывает ТЭЦ, сжигает ТЭЦ, оставляет людей, делает теракты и так далее. И это только начало. И это только Германия, хотя это основная, куда удар Россия бросает. И потом они опять, мы же это помним, как Запад, то бывает он один, такой весь демократический, такой весь правильный, а потом почему-то он забывает про демократию, про международное право он забывает, про права человека этот Запад забывает. Понимаете? Мы это должны не забывать. Если Запад это забывает ради сиюминутных, конъюнктурных своих выгод, мы должны это не забывать. Что Запад, он не постоянен, он как гамбургская погода. Меняется день-два раза, если не 3, не 5 раз. Когда это выгодно. Потом скажут: о, точно, Владимир Владимирович, может, уже на пенсию уйдет какой-нибудь, потом Патрушев какой-нибудь другой придет, младший, средний или какой-нибудь другой. И потом скажут: да, это террористы, эти исламские террористы, давайте сделаем так, что на Кавказе не будет никаких мусульман. Понимаете? Как сейчас сидит Михаил Веллер, рассказывает, он не за Израиль печется, хотя я не считаю его евреем. Он по маме, по папе, он еврей. Но я его не считаю евреем. Я его считаю самым настоящим русским коммунистом с тех самых коммунистических советских времен. Он беспокоится не о том, что Россия уничтожила 1200 евреев 7 октября. Он беспокоится о том, что здесь, оказывается, у нас, у мусульман 3-4 жены может быть. То, что у русских 3-4 любовницы может быть. Его это не волнует. А на законном основании, что кто-то имеет там, в силу своих религиозных верований
учений может иметь жену, что ему это разрешено. Это ужасно. Это просто то, что там свингер-вечеринки устраивают, там какие-то на острове Эпштейна, там супер такие развратные вещи творятся. Это все ерунда. А вот это опасно, это очень плохо. И вот эта угроза для Европы, 5% мусульман Европы, это самая страшная угроза. Не российские террористы, диверсанты, а вот эти угрозы. Но самое интересное, что Веллеру без разницы на Израиль, ему вот за немцев он беспокоится, понимаете, за немцев переживает, очень переживает. И вот эта ситуация, после всего вот произошедшего, после терактов, после всего накручивания, Запад, Россия скажет, да мы решим эту проблему. Как это так? Конечно, мы же за американцев, мы же за англичан, мы же хотим, чтобы там Израиль, там Азербайджан, все жили в мире, процветали. И давайте окончательно решим чеченский вопрос. Либо нас, скорее всего, этот проект у русских давным-давно готов, сами осуществить русские этот проект не смогли, его сорвали наша власть в лице, когда был президентом Джохар Дудаев. То есть депортация чеченского народа, очередная депортация. Проект у них есть давным-давно, еще с конца 80-х годов у них подготовлен новый проект по депортации чеченцев. И потом эти террористы сделают там, поубивают людей, совершат там ужасные вещи, скажут, вот смотрите, вот эти люди очень опасны, это мусульмане, если их убрать отсюда, вот Северный Кавказ, ну, правда, азербайджанцы тоже мусульмане, но азербайджанцы как бы с тюркского мира. Ни тюркам, ни кому-либо, ни русским, ни иранцам мы, чеченцы, на Кавказе не нужны. Понимаете? Не нужны. И поэтому нас будут попытаться истребить, уничтожить, изгнать с наших земель. Понимаете? То есть окончательно решить чеченский вопрос. Россия от этого главный бенефициар, главный зачинщик, главный инициатор этих процессов. Это Россия. Ни Англии, ни Америки, мы не представляем, ни Турции, как убивать нас, да, что такую ненависть. Они не представляют, да, конкуренция, все это как бы есть. Они сильнее, они богаче, у них вооружение больше и так далее. Это все имеется. Но нас уничтожать туркам, никогда прямо турки нас не убивали. Вот чтобы вот они нам, да, они там с русскими нами торговали, но никогда вот сами вот пришли убивать нас, не убивали. Нам нехорошо поступали, подло поступали. Иногда в истории. Но чтобы прямо с нами воевать, нас убивать, никогда этого не было. Это русским нужно. Русским это нужно, ФСБ это нужно, чтобы уйти от ответственности за геноцид, который они над нами сотворили. Ну а зачем другим Турции или Америке нужны непокорные, какие-то свои нравные, имеющие свои взгляды, да, хозяева этой земли, 5 тысяч, 10 тысяч лет проживающих на этом Кавказе. Ну, мало ли где кто проживает. Понимаете, раньше кто там проживал, теперь не проживает, или в другом месте проживает, или вообще под землей проживает уже. Вот такой вот план против нас готовится. Если мы разоблачим эти планы, а мы их в данный момент сейчас разоблачаем операцию, проект Кечкин, то, чтобы натравить нас на Азербайджан, Армению, Грузию, там, теракты, войны, там, все. Если мы разоблачаем, то, конечно, они не остановятся, у них запущен механизм. Дело в том, что американцы, у них расписана стратегия, куда они придут, где они встанут и так далее. У англичан, у американцев. И Путин говорил, что он знает их планы. И на 5 лет, и на 10 лет, и там на 20 лет вперед. В принципе, если у тебя есть аналитики, если есть агентура, то узнать это не проблема. Американцы, в принципе, особо так это и не скрывают. Но Россия таким образом, понимая, что неизбежно на Кавказ приходят американцы, англичане, они пытаются сделать так, чтобы использовать свою выгоду, извлечь из этого. А их выгода – уничтожение чеченского народа. Это такая вот патологическая ненависть, шизофреническая какая-то такая маниакальная ненависть к чеченцам. Ну и страх, потому что мы за все спросим.
Спросим за каждого убитого чеченца, за каждую убитую чеченку. За каждую. И им нужно, чтобы этого не произошло. Поэтому вот этот процесс весь запускается. А Америке и Англии, ну, когда они, может, они тоже услышат, может, их аналитики, специалисты тоже услышат и возьмут во внимание то, что говорим, потому что если они этого не возьмут во внимание, то они разделят ответственность за предстоящий террор, который будет, война будет с Азербайджаном, с Арменией, с Грузией, от Северного Кавказа, да, мусульманский Кавказ там, и Южный Кавказ против Северного Кавказа, террор там туда-сюда, чтобы война в Иране длилась дольше. То есть азербайджанцы будут помогать азербайджанцам в Иране, а сзади будут бить исламисты под видом исламистов, будут бить ФСБшники, ГРУшники и ФСБшники по азербайджанцам. Это не нужно ни Азербайджану, это очевидно. Это не нужно Армении, это тоже очевидно. Не нужно Грузии, тоже, да, глупо, что вот этим странам нужно, чтобы мы на них нападали, мы их убивали, они нас убивали и так далее. В эту же канву ложится то, что азербайджанский самолет в прошлом году пытались сбить, чтобы он упал в море, желательно в море или просто на территории России. Когда они сбили польский самолет, борт номер 1 польского президента, руководством со 100 человек на борту, в том числе министр обороны, первая леди, все там погибли. А потом добивали, прям есть съемки, они ходят и добивают там тех, кто выжил. А они не отдали обломки. Некоторые трупы они так разворошили, что, видимо, там, чтобы шрапнель, может, пули, которым они добивали, там, осколки от взрывчатого вещества, которое там применилось против этого самолета, чтобы не нашли это. Обломки самолета до сих пор поляки не получили. Если бы этот самолет упал бы, азербайджанский, упал бы на территории России, или же он упал бы на территории, или в Каспийское море, азербайджанцы не увидели бы никаких обломков. И мы бы не узнали что это сделала Россия. Потому что первое, как только услышали попадание в азербайджанский самолет, первое, что сказал племянник Рамзана Кадырова, как его, Хамзат Кадыров, сказал, что да, мы там сбили дроны, мы там нанесли удар и так далее. Типа украинские дроны мы сбивали и так далее. Он хотел сказать, что мы типа случайно сбили и так далее. На самом деле этот самолет 2 раза или 3 даже раза просил разрешения на заход, на посадку, ему отказали. В 3-й раз он полетел уже прямо, его подвели, я так полагаю, его подвели ПВО, чтобы как птицу, утку под охотника подстрелили, и он должен был рухнуть в Каспийское море или на землю упасть. Скорее всего, рассчитывают, что в Каспийское море упал. И все. И одновременно, как только Хамзат Кадыров начал говорить, что это сделали они, хотя потом стало известно, что это сделали не они, а российский военный признался, есть показания, Путин извинился перед Алиевым, все такое. Ну тогда Хамзат Кадыров взял на себя эту ответственность, сказал, что это вот мы чеченцы. И одновременно, если вы обратите внимание, это очень важный индикатор, одновременно с этим начали появляться сообщения от троллей в интернете от имени азербайджанцев против чеченцев и от чеченцев против азербайджанцев. Понимаете, еще даже тела не остыли, еще только самолет там упал, жестко приземлился Октау в Казахстане, и уже начали обвинять. Им нужно стравить чеченцев и азербайджанцев. Стравить, чтобы мы, чеченцы, стали врагами и нападали на азербайджанцев. Я даже не знал, когда вот эти все процессы шли, когда я говорил, что еще в 2022, по-моему, или в 2021 году сигналы этому были, и я об этом писал, говорил. Есть видео, есть мои тексты, о которых я говорил. И сейчас я не знал, что будет война в Иране, какие там планы у Армении, у Израиля и Ирана, какие там терки мощные идут. Я знал, что они враждуют, но не знал, что до этого дойдет. Но сейчас картина вырисовывается. И если мы сейчас это все поймем, если мы будем предупреждены, мы обо всем этом всем расскажем, что ни армяне, ни азербайджанцы, ни грузины не являются нашими врагами.
Нашими врагами является Кремль, ФСБ, Лубянка является нашим врагом. Вот кто нам все это делает. И если Америка и Великобритания не хотят разделить ответственность за будущий геноцид чеченского народа и других, и дагестанских народов, и ингушского народа, и ингуши тоже никуда не денутся от нас. Их вместе с нами в 44-м, это мы сейчас делимся, чеченцы, ингуши. Когда нас депортировали в 44-м году, никто нас не делил. Спрашивали, чеченец, ингуш, вагон. Все, разговор был короткий. Никто не говорил, а ты ингуш, ты оставайся, а ты чеченец, ты давай, иди, короче, в Казахстан. Вот так они нас будут уничтожать. И для нас это будет кровь. Кровь. А вместо этого мы должны объединиться все вместе. Понимать, что первый, кто будет говорить джихад против Азербайджана, захватить Нахичевань, я не знаю, создать эту новую вот эту Лезгинистан страну, кто начнет сейчас это говорить, знайте, это провокаторы. Первые, потом уже подхватят уже полезные идиоты, которым программа есть. И я знаю, что у лезгин есть своя земля. Я с большим уважением отношусь к лезгинам. Большим уважением отношусь. Но то, что сейчас это будет делаться не для лезгин, а против Азербайджана, против США в первую очередь. Чтобы там начать как можно дольше, они вот сейчас я их слушал, вчера, сегодня, позавчера слушаю вот этих российских разных там их аналитиков, их думающих немножко людей. Они говорят, мы очень надеемся, что Иран будет сопротивляться. Очень надеемся, что он долго будет сопротивляться. Мы очень на это рассчитываем, очень надеемся. Это главная задача. Им нужно, чтобы они могли додушить Украину. Понимаете? Вот насколько у них важно задушить Украину для них. Патологически просто. Они 7 октября начали войну против Израиля, чтобы отвлечь мир против от Америку, Запад, от внимания от Украины, чтобы все бросились помогать Израилю, там, к этой войне переключились. Одновременно не получилось. Исламский мир, мне удивляют вот эти разные вот эти исламофобы, которые там говорят, да, есть, пропаганда есть, я все понимаю, евреи, я отлично понимаю, у вас право на жизнь, вы выживаете. Я вам в этом не отказываю, ни в коем случае. Я понимаю, что вы сражаетесь не на жизнь, а на смерть. И в этом у меня никаких претензий нет. И если вы всех мусульман вините, даже в таком случае я вас не стану винить, как бы я винил бы других. Но поймите одно, весь мир увидел, как не поддержали этих террористов, весь мусульманский мир. Когда вы начали уже убивать уже в секторе Газа людей, и пропаганда начала людям навязывать, как жестко там, а вы реально там стерли, там просто этот газу, половина газа там не осталось. Эти люди видят. И одновременно с этим пропаганда идет, какие евреи плохие. Вот тогда начали против вас говорить, писать. И то многие понимают, что 7 октября, на день рождения Путина, это сделано было руками русских. Понимаете? Мы, мусульмане, в нашем Коране, ислам, наш Коран, говорит, что это ваша земля. Понимаете? Даже самые отпетые антисемиты перестали говорить, что по исламу это не ваша земля. Понимаете? Потому что откройте Коран и посмотрите. Только просто человек абсолютно невежественный может сказать, что это не еврейская земля. В Коране написано. Не отступайте, я об этом много говорил. Есть ссылки, суры. Однозначно есть. Начали говорить сионисты. Представьте себе, они больше не смогли вас просто по исламу вас призвать. Поэтому мы, мусульмане, вам не враги. Мы не воюем. Да, и ваши арабы, ваши соседи, да, есть проблемы. И вы с ними договорились бы. Если бы эти большие страны, великие, так называемые великие державы, если бы они захотели бы, вы давно со своими арабами, соседями договорились бы. Давным-давно. Их как инструмент использовали. А вам деваться некуда, вам вынужденно, вы защищались. И вот эта ненависть накопилась. Но не всего мусульманского мира. Не было этого. Понимаете? Не было этого. Поэтому сейчас
накрутив вот это все, они переключают внимание, зная, что с Ираном возникнут эти события, русские это знают. Их задача сейчас, чтобы Иран как можно дольше сопротивлялся. Как можно, чем он дольше будет сопротивляться, тем больше будет гробов, тем больше будет разных плохих вещей. И, соответственно, время будет подготовить вот этот исламистский анклав, исламистское гетто на Кавказе, который я назвал проект Кечкин. Запомните это, проект Кечкин. Все, кто будут говорить против Азербайджана, против Южного Кавказа, знаете, это люди осуществляют проект Кечкин. Для того, чтобы Россия могла спокойно убивать украинцев. Вот какая задача у них стоит. Понимаете? Мы не должны этого допустить. Предупрежден, вооружен. Мы все должны это понимать. Очень хорошо. Главное, чтобы мы не поддались на эту провокацию. Спасибо, друзья, всем за подарки, спасибо. Спасибо. Вот такие вот дела. Друзья, я сейчас почитаю ваши комментарии. Давайте почитаем ваши комментарии и... Так, есть рабы. «95 мусульман не читают Коран». Да, абсолютно верно. Есть не больше, я извиняюсь, конечно. Вообще многие просто не читают. Просто суры про намаз выучат, фатиха и ата, и все. Вот все знание Корана. И какой-нибудь чувак сидит с бородой, он говорит, иншаллах, Маша, и все, там, и так далее. Нельзя верить, нельзя верить. Сами изучайте свою религию, сами читайте свой Коран. Сейчас есть вообще возможности, технологии, понимаете? Заходите, находите суру, любой вопрос задаете искусственному интеллекту, он вам выдает все. Берете Коран, если вы не верите интернету до конца, просто чтобы вам как ориентир. Берете Коран, сверяете. Вот точно, на русском языке есть разные переводы на русском языке. Они в принципе одинаковые все, там немножко там может быть различия. И все, берете, так сверяете. И вы там найдете, это их земля, еврейская земля. Понимаете? Да, не только там евреи живут, там могут жить кто угодно. Но им она дана Богом. Понимаете? Они же не изгоняют тот, кто их не убивает никого оттуда. Понимаете? Там арабы живут, мусульмане живут, черкесы живут, много кто живет в Израиле. Вот такие вот дела, друзья. Не за что, не за что. Правду говорить легко. Повестка проста, нас травлют враги в России. Да. Кремль и тюрки – это два брата-акробата. Ленин, Ататюрк, Путлер, Эрдоган. Один к одному история повторяется. Раик. Ну, смотрите, Раик. Два брата, ну да, очень вы близки к правде. Турция это империя, у них мышление имперское. И они иногда жертвуют какими-то народами, какими-то там своими принципами ради того, чтобы достичь величия империи. Да, это, к сожалению, вы правы, Раик, отчасти. И Эрдоган, не знаю по поводу Ататюрка, не помню про Ататюрка ничего практически, чтобы так сравнивать. Но Путлер и Эрдоган это... Хотя я не могу сравнивать, потому что Эрдоган мне ничего плохого, ну, как народу военному ничего не сделал. Потому что русские, Россия, Путин, ФСБ, они вне конкуренции. Они так далеко вперед вырвались в отношении геноцида чеченского. Поэтому вот такая вот
Не могу сравнить, но я могу сказать, да, империи, они, в принципе, у них много общих черт. В Нахичеване когда-то жили чеченцы, армяне, но сегодня там Азербайджан. Я знал, и мне один чеченец писал, он говорил, что он был в Нахичеване, и там местные азербайджанцы, ну, они говорили, что они потомки чеченцев. Он прямо вот у них там населенные пункты есть, там потомки, они себя считают, язык, все утеряно, у них тюркский язык, все как они, азербайджанцы, но когда-то были. Но мы были одной империей, наверное, или как это называется. Можно ли это империей называть? Единым какой-то федерацией мы тогда жили, я так полагаю. Как-то так. Алейк салам, Шамиль. Мира и добра хватает всем. Верьте в Бога и живите, радуйтесь жизни, всем и творения Бога. Ливан, абсолютно с вами согласен, абсолютно. Абсолютно. И амин на то, что вы говорите. Спасибо, брат, ты очень правильно рассуждаешь. Не за что, Назим. Я сегодня хотел провести, Назим, стрим на чеченском языке. Я постоянно уже много раз об этом рассказываю чеченцам. Но я его специально сегодня, в воскресенье, провожу на русском языке, чтобы азербайджанцы, другие кавказцы, грузины, ну, в первую очередь, я думаю, атаки на Азербайджан сейчас готовятся. Именно покушение на самолет, это, знаете, как взрывы домов в 99 году, когда обвинили нас в этих взрывах и напали на нас. И нас хотели стравить тогда. И мы тогда мало придали значения этому. Ну и даже если бы много придали бы, Россия уже, маховик был запущен, они бы на нас напали. И вот этот сбитый азербайджанский самолет, это был вот этот рязанские учения 2.0, я их называю. Рязанский сахар, так называемый, когда они прокололись и были задержаны. И такой прокол у них произошел. К сожалению, погибли люди, но все равно не все погибли, к счастью. И самолет долетел до Казахстана, до территории Казахстана. Поэтому я сегодня решил провести его на русском, что вы, азербайджанцы, услышали, ваши спецслужбы, ваши государства услышали. Хотя политикам и спецслужбам я верю меньше всего, если честно. Они не такие. А вот люди, если люди, мы простые люди, а мы свободные люди на Кавказе, у нас общий культурный код, у нас общие культурные ценности, воля к свободе всегда у нас была на Кавказе. Да? И в этом смысле мы как бы едины. И нам нужно понимать, что нас используют. И как только кто-то начнет из чеченцев говорить что-то против Азербайджана, знайте, это провокатор. С большой бородой он будет, с 20 Коранами сзади, там, я не знаю, какие-то будет он там вещи рассказывать. Вот знаете, это стопроцентный проект Кечкин. Запомните, проект Кечкин. Все, как только на Кавказе кто-то друг на друга, лезгины это будут против азербайджанцев, чеченцы это будут против азербайджанцев, против армян, без разницы кто. Сразу запомните, пожалуйста, и распространите всем. Проект Кечкин. Главарь банды УФСБ, который осуществляет этот террор, который осуществлял террор против Соединенных Штатов и взрывал в Бостоне марафон при помощи оболваненного, обманутого Тамерлана Цернаева. Вот это вы должны знать. Поэтому я провожу на русском языке сегодня и прошу вас всех, друзья, пожалуйста, максимально распространите, максимально запомните это. Потому что если, знаете как, если, например, кража происходит, да, в магазине в темное время там, или в темном каком-нибудь переулке происходит кража, если вы резко включаете свет, да, вор никуда не уйдет, он также будет где-то там ошиваться, но красть он уже не будет, потому что мы все видим, что как только он запускает руку, все видят. Вот поэтому предупрежден, вооружен. Пожалуйста, распространяйте, распространяйте. Мы должны создать единый Кавказ, как об этом мечтали азербайджанский президент, грузинский президент, чеченский президент. Единый Кавказский дом.
Мы все свободные люди должны собраться, жить в мире. Мы живем тысячи лет на этом Кавказе, как вы все это знаете. У нас и там проживают мусульмане, иудеи, 500-600 лет горские евреи у нас там проживают. Некоторые говорят еще дольше. Кто-то с Ирана пришел, там в Азербайджане проживает. Огромное количество, большая диаспора еврейская. У нас проживают буддисты. Это калмыки. Очень хорошие, очень-очень хорошие люди. У нас проживают христиане, армяне, грузины. Грузины очень уважают свою религию. Армяне первые христиане на Кавказе. И хоть и была война между Азербайджаном и Арменией, да, Нагорный Карабах, Армения была за Россию всегда, и она использовалась против Азербайджана. Мы это знаем. К сожалению, армяне так себя вели, и они очень прорусские. Прорусские есть и азербайджанцы, прорусские есть и чеченцы. Но армяне особо выделялись, были там, как и осетины, на них делала Российская империя, делала испокон веков ставку. Но сейчас армяне поняли, туда приходят сейчас Европа, Запад, Америка туда приходит. И многие уже поняли, что Россия это кляча. Да, ну хоть в таком случае, да, они оставляют ее. Это очень хорошо. Это очень. И если здесь в Европе живет очень много армян, во Франции живет, в Америке большая диаспора армянская. И нам всем, хотим мы или не хотим, придется жить в дружбе и в братстве. Нагорный Карабах – это земля Азербайджана. Это земля, почему она Азербайджан? Посмотрите на сектор Газа. Цахал сравнял с земли просто огромное количество территорий там. И они не уходят, потому что они там жили сотни тысяч лет, там эти арабы, которые там жили. Это их земля. А когда зашли азербайджанские войска, с Нагорного Карабаха все армяне ушли. Не было таких разрушений. Только этот факт показывает, что это не была их землей. Их земля, они там жили, они завоевали, там много плохого было. И в отношении армян было очень много плохого. Но мы сейчас должны переступить через это. Переступить через это. И мы должны сделать так, чтобы мы объединились. Вы же видите, какой сценарий я вам вот говорю. И это все доказывается, подтверждается. Любые факты, которые вы будете дополнительно узнавать, они только будут подтверждать этот сценарий. Потому что я его очень хорошо и долго изучаю, этот сценарий. И мы не должны подать, даже если у нас какие-то неприятности, неприязнь какая-нибудь. Мы должны это оставить. Если мы взрослые, мудрые, как кавказцы люди, мы должны это оставить и объединиться в единый кулак. У нас уникальная возможность. После кризисов бывает очень много хороших возможностей. Мы можем создать у нас на Кавказе, не делясь по религии, по там, национальности, там, всем этим признакам, которые нас разделяют специально. В первую очередь сейчас религиозный вот признак нам закидывают. Мы должны объединиться так, чтобы стать кулаком. Учитывать внимание. Смотрите, Европа, Европейский Союз. Немцы и французы сотни лет воевали. Друг друга ненавидели просто. Немцы и французы просто они, даже анекдоты у них друг про друга. Самые друг друга не принимающие народы были. Между ними нет границ. Есть территория на территории Франции, которые посередине, Бельгия, между ними, которые говорят на французском, на немецком, разные территории вот поделены. Та же Швейцария, например, тоже поделена, на 3-4 языках говорят, государственные языки. Если они здесь, в Европе, смогли договориться и жить в мире. Мы, которые никогда не были ни нацистами, ни фашистами, ни террористами, ни какими там какие-то друг друга не убивали. Только вот другие империи приходили, где-то нас использовали, где-то кого-то натравливали. Мы друг другу ничего не испытывали. С азербайджанцами у нас исторически хорошие отношения. И азербайджанцы в последнее время, вот когда война была, принимали наших беженцев, лечили, помогали нас. Наше правительство, руководство, Эльчубей тогда был, еще Дудаев был, они очень хорошо дружили вместе. Все у нас как бы отлично было. Басаев помогал, защищал, воевал в Азербайджане.
И именно поэтому, зная, что у нас с Азербайджаном особая, такая глубинная связь, всегда азербайджанцы, я всегда отмечал это, всегда азербайджанцы сочувствовали чеченцам. Я жил в Москве, я в России, везде я побывал. И где был азербайджанец, я всегда знал, что если он узнает, что я чеченец, что меня и накормят, и мне помогут, и меня прикроют, и где-то там можно обратиться за помощью. Просто как по-человечески. И никогда не ошибался. Никогда. Я запомнил это на себе. Вот какие-то люди, они даже моего имени не знают. Я их имена не знаю, этих людей. Но вот оказалось так. Поэтому между нами очень много хорошего. Именно поэтому, именно по азербайджанскому самолету они ударили. Чтобы в ненависть сделать. Они также с ингушами нас сейчас стравливают. С ингушами стравливают. Какой-то кусок земли, там это сделали, то сделали. Пытаются стравить. Чтобы управлять. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Вот так вот. Поэтому, друзья, предупрежден, вооружен. Еще раз и еще раз. Запомните. Проект Кечкин. Это для того, чтобы нас разжечь, чтобы помешать, урегулировать, успокоить ситуацию в Иране. Все идет оттуда. Процессы там уже пошли. Они, скорее всего, уже необратимы. Те процессы, которые сейчас идут в Иране. Насколько далеко, как сильно пойдет, мы не знаем. Но исходя из того, что Трамп говорит, что мы будем наносить удары, и, скорее всего, по ядерным объектам, по этим стражам, по корпусу стражей исламской революции будут наноситься удары. И много-много вот этих процессов может сейчас пойти. И мы очень надеемся, что как можно быстрее там ситуация урегулируется. А если она будет как-то затягиваться, мы, чеченцы, будем с вами, азербайджанцы, не против вас. Мы будем с вами, азербайджанцы. Как вы были с нами, вот так мы будем с вами. Мы будем вас поддерживать. Не против вас теракты совершать или призывать против вас что-то делать. Мы будем за вас. Запомните, азербайджанцы, всегда. И также все и грузины, наши дорогие братья грузины, большим уважением, у нас очень-очень тесные, близкие отношения всегда были. Мы всегда граничили, мы всегда, там чеченцы проживают, грузины у нас проживали. И мы должны оставаться такими же хорошими братьями, такими же хорошими соседями, какими мы были. Вне зависимости от нашей национальности, вне зависимости от нашей религии. Понимаете? Вот такие вот дела, друзья. Давайте еще немножко почитаю ваши комментарии. Мои братья, Азербайджан, Чечня, друзья. Спасибо, юзер, спасибо большое. Амин. На территории Армении жили азербайджанцы. Армяне их выселили оттуда. Хотя там когда-то были Ереванское ханство. Государство построено предками азербайджанцев. Я знаю, Старсклайд, я знаю, что это глубокая, долгая история между азербайджанцами и армянами. Против армян тоже совершались ужасные вещи. Армяне совершали ужасные вещи. Но я все это понимаю. Я все понимаю. Но сейчас Азербайджан, Армения, президенты договорились. Мы видели, в Америке встретились, посадили Буша пожали руки между собой, пожали руки. Все, пока остановились. Давайте вот на этом, на созидании начнем. Да, много претензий, обид, это все разные империи использовали нас и так далее, и так далее. Но нам нужно перешагнуть через это, чтобы нашим детям, внукам, потомкам не передавать эти конфликты. Сейчас уникальная возможность, уникальнейшая возможность. Понимаете? Больше, чем мы, чеченцы, на этом Кавказе, никто не пострадал. И нас уничтожали не только же русские, да, не только русские нас уничтожали. Наши все соседи помогали, которые помогали нас уничтожать. Но мы это отбрасываем, откладываем это. Давайте с чистого листа заново начнем, видя, перед какой угрозой мы стоим. Нас снова будут ставить, или это на десятилетие, а сейчас новый миропорядок устанавливается. И в этом миропорядке мы не должны быть каким-то нормальным, цивилизованным, сосуществующим друг с другом образованием. Нам нужно в хаос превратить, чтобы вот какая-то вот непонятная вот постоянная грызня там идет. Теракты, убийства там, туда-сюда. Вот это нам не нужно.
Если сейчас в Иране события начнутся, Азербайджан надолго-долго втянется в это. Если это долго будет, если как планирует Россия, сзади, если будут бить ФСБшники под видом исламистов, с этой стороны постоянно проблема там с иранцами, это, ну, короче говоря, большая каша будет. Для этого это и делается. Мы должны сделать так, чтобы этого не произошло. Понимаете? Вот что важно. Вот что важно. Так. Так. İçki sihul Ukrayna sihul Kavkaz'dan emnaşana marşu amin Белинский in amin. Вот видишь, Кавказе, Албания. Как только я начал говорить про то, что нас настраивают против Азербайджана, ты с этим Кавказем, Албания, то есть где это Лезгинистан был, Кавказская Албания это называлось, ты сделал этот ник, зашел сюда и долго здесь сидишь. Вот у меня вопрос, почему вы все это время, когда 30, 40, 30 лет, 25 лет чеченцы воевали, почему вы тогда не поднимали этот вопрос? О том, чтобы создать свою Кавказскую Албанию. Почему вы этого не делали? Понимаешь? Вот в чем вопрос. Поэтому сейчас тот, кто будет говорить, мной лично будет рассматриваться как человек, представляющий проект Кечкин. Понимаешь? Проект Кечкин. И этот проект пока, я думаю, вы, лезгины, с азербайджанцами договоритесь, когда все закончится. Мир изменится, это мы, единый Кавказ, создадим единый Кавказский дом, сядем, азербайджанцы, лезгины, все вот единый, как Европейский Союз у нас будет. Вы туда придете и будете выяснять, где ваша земля, где наша земля, как мы умеем, кавказцы, мирно, по-честному, без разборок, без крови, без убийств. Будем разбираться, когда на нас не будут оказывать влияние. Вы же столько лет жили без Кавказской Албании, поживите еще немножечко, понимаете? Чтобы сейчас, когда Азербайджану сейчас будет трудно, не ударить ему в спину, как хочет этот проект Кечкин, как это хочет Москва, Кремль, ФСБ. Давайте без этого. И все, я больше ничего не прошу. Я не говорю, что это не ваша земля. Надо садиться, если это ваша, садиться и разбираться с азербайджанцами, выяснять и разговаривать. Точно так же все другие вопросы, земельные, территориальные вопросы, они должны решаться по-человечески, по-кавказски, как мы это умеем делать. Мудро, грамотно, не помогая фашистской России. Понимаете? Да, это другая Албания. Это другая Албания. Так, Дел Алшуэла, Дюцер, Гадиц, Ох, Сегуатсон, Дерес, Хуэль, Лайманет, Масуэль, Дел, Масуэль, Дел, Алш. Так. Нет, Асан, ничего плохого не желаю азербайджанцам. Просто исторически несправедливо поступили. Я кавказин, я с тобой согласен. Много у нас обид накопилось, много разных вещей происходило. Но давайте просто не сейчас это будем решать. У нас тоже вопросы есть, многом кому нашим, соседей есть, ко всем есть. Но давайте не сейчас. Давайте сейчас мы просто
скинем вот эти оковы, которые над нами нависают, которые на нас надеты. И после этого мы просто сядем спокойно, как мы умеем, и будем разговаривать. Мы же нормальные люди. Ты у меня никого не убил, я у тебя никого не убил. Я у тебя ничего не украл, ты у меня ничего не украл. Сели, разговорились, поговорили, объяснили, пришли к какому-то выводу. Я думаю, мы найдем язык, общий язык, демократическим путем, как это в Европейском Союзе происходит, в Европарламенте, голосованием, приводят свои доказательства, цивилизованно. Просто к этому я призываю. Это же нормально, если к этому призывают, правильно? А сейчас, когда война уже началась в Иране, и если она сейчас затухнет, заглохнет, скорее всего, нет, но если она затухнет, да, все успокоится. Но если она не заглохнет, она затянется, Азербайджан будет втянут туда. Будет, потому что там огромное количество азербайджанцев проживает. И Азербайджан вынужден будет помогать своим братьям. А мы будем помогать азербайджанцам. Я лично буду помогать своим братьям-азербайджанцам. Поэтому информационно, как только смогу. Поэтому, если есть азербайджанцы, армяне, грузины, выходите на связь. Давайте совместные стримы проводить. Давайте показывать миру, что мы едины. Давайте показывать, что у нас есть единый план. Потому что это нас всех коснется. Больше всех, как обычно, пострадают чеченцы, конечно. Но коснется всех. Теракты, это может как угодно выйти. Это может очень надолго затянуться. Если все будет, как ты сказал, то будет хаос в мире. Да, к хаосу все идет. Именно так. Перед установкой нового мирового порядка, в принципе, мы уже живем в этом хаосе. Его вот ящик Пандоры Путин открыл, запустил. Но я не могу сказать, что Запад в этом не виноват. Виноват Запад. Он скормил вот эту пиявку кровавую, вот эту кровопийцу, вот эту Россию, ФСБ Путина, он скормил. Аслан, этот проект Кавказская Албания, Лезгистан, также армяне поддерживают, им лишь азербайджанцам навредить. Ну вот армян это тоже касается, мы не должны это делать. Армянам тоже достанется, если они планируют что делать, там, враждовать. Мы не будем враждовать с Арменией, мы будем тоже поддерживать Армению, ни в коем случае мы не должны враждовать. Сейчас многие захотят со стороны Армении там навредить Азербайджану, навредить там, ну, потому что я бы занят, да, Азербайджан будет занят вот этими событиями, и в этот момент бьют в спину. Это будет подло, вероломно, этого делать нельзя. Поэтому мы должны сделать так, чтобы ни армяне, ни азербайджанцы не враждовали. Я не буду враждовать с армянами. Я буду осуждать, если будут армяне провоцировать что-то. Это однозначно. Но враждовать я тоже не буду. И призываю азербайджанцев не враждовать с армянами. Вы договорились, давайте вот на этом пока остановимся. 5 лет паузу. Вот возьмем 5 лет паузу, 3 года, буквально это 2-3 года может затянуться, может события больше растянутся. И мы должны в этом смысле быть готовы к этим событиям. Так. Иногда также тему уха поднимают. Мол, это Чечня, хотя это Дагестан. Но зачем этим заниматься? Ичкерия же не претендует на землю Дагестана, в том числе ух. Да, Старсклад. Сейчас это тоже самое касается и Ауховского района. Абсолютно, я полностью с тобой согласен. Сейчас говорить про вот эти территориальные, географические там притязания, это просто поддерживать нарратив, который нам Кремль забрасывает. Да, Ауха это чеченская земля, там проживают чеченцы до сих пор. Еще много у нас земель, и Ставропольский край, и там еще, я не хочу сейчас все это перечислять и говорить, у нас есть где, но там нету хозяев, потому что их убили просто в Казахстане, там в Средней Азии все сгинули, там погибли во время депортации.
здесь есть свои хозяева, есть, вот этих домов есть, проживают. Поэтому поэтому так болезненно, когда люди сами в свой дом не могут попасть. Но даже в этом случае я призываю всех жителей Дагестана, чеченцев, всех ни в коем случае сейчас не участвовать в провокациях. Именно я считаю, что именно Сайтиев был убит, потому что хотят вот эту карту тоже разыгрывать. В Ауховском районе, там, что вот это, Сайтиев не стал в этом участвовать, и мне кажется, его поэтому и убили. Я думаю, его убили. Поэтому в этой ситуации мы должны понимать, что сейчас в этом принимать участие для нас это очень-очень вредно. Для нас, для всех вредно. Конечно, сейчас мы этого никак не должны делать. Так. Маршал хуй супер. Армяне нормальные ребят, по крайней мере, грозненские были. Да, у нас очень много жило армян, абсолютно с тобой согласен, да, нормальные люди, абсолютно. Надо, чтобы... Знаете, это Араик пишет, что вот там дружба между армянами и турками, это как электропровод, плюс и минус. Я когда слушаю турк, кушать не могу. Но видишь, Араик, в тебе уже пропаганда уже вложена, и ты уже отторгаешь это все. Ну, с таким успехом я могу сказать про русских, например, то же самое. А их у нас много живет на Кавказе, в Дагестане они живут, в других регионах живут. Ну что, теперь мне с ними не жить? Нет, русские нормальные люди. Но я тебя уверяю, русские нам сделали в 1000 раз больше, чем все турки сделали всем армянам за все это время. В 1000 раз нам больше сделали. Все равно у меня нет никаких проблем с русскими, кто нас не убивал, кто с нами конкретно. А сейчас вы уже давно уже не воюете, вот, кроме вот последних событий. Все уже можно не передавать эту ненависть детям, внукам. Не надо ее передавать. Азербайджанцы тоже найдутся такие же, которые к вам также относятся. Но зачем это передавать, особенно сейчас? Сейчас, если это повторять, это провокация. Это проект Кечкин. Давайте не будем участвовать в проекте Кечкин. Хотя бы временно. Давайте возьмем такой тайм-аут, такой перерывчик сделаем. Все, больше немного же я прошу, правильно? Так. Ты депортировал. Так депортировал чеченцев, грузин Сталин. По твоей логике все грузины враги, получается? Нет, конечно. У тебя отличная логика, я тебе скажу, только она наоборот. Нет, конечно. Грузин Сталин не относится к этому. Живите в мире, не верьте русским. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Я ингуш, и у меня нет ненависти к осетинам, хотя очень подло поступили с нами. Супер, с ником, супер. Ингуш, знаешь, да, там были осетины, которые плохо поступили, но это была только ширма осетины. Против вас русские поступили. Против тогда геноцид ингушского населения сделали именно русские. Нужно было чеченцев вытянуть, Дудаева вытянуть, чтобы начать повод как войну против чеченского народа. Поэтому не нужно, да, правильно, что у тебя нет ненависти, и не должно быть ненависти. Осетины хорошие люди. Да, есть мерзавцы, подонки, как и среди чеченцев, как и среди остальных. Но мы все кавказцы, пришлые, оставшиеся, тысячелетние, живущие там или нет, мы все едины. И если не будет России, не будет войн. Я надеюсь на это.
Так, раньше немцы, французы, англичане веками воевали, а сегодня живут одной европейской семьей, развивают экономику, признали границы, не претендуют на территории соседей. И на Кавказе, а на Кавказе все наоборот. Да, да, совершенно верно. Но, знаешь, так сказать, эти народы прошли очень много, и они доросли до уровня, когда они поняли, да, что нужно все-таки становиться нормальными, цивилизованными людьми. Я думаю, мы тоже доросли до этого уровня. Нам просто нужно побольше об этом говорить, побольше действовать в этом направлении и не дать себя обмануть. Вот так я думаю. Салам, Дагестан, огурец. Салам. Салам алейкум, брат. Алейк салам, Кайрат. Если не будет России, то никого не будет, говорит. Очнись, неси пурку. Ладно. России русские будут. Вас никто вырезать не будет, как вы это делали, целенаправленно пытаясь уничтожить народы и уничтожая даже целые народы. Просто не будет империи, фашистской Российской империи не будет. Но вы за нее держитесь очень сильно. На этом, друзья, я свой стрим закончу. Спасибо вам, что смотрите, поддержите. Пожалуйста, не дайте реализовать ФСБ проект Кечкин на Кавказе против нас. Всего самого хорошего. Адикюэль машоль. Все будет Ичкерия. Ночи камдинду Ичкерия. Йоу хиляю. Адикюэль машоль. Всего хорошего. До свидания.